Международный фестиваль «Золотая башня» традиционно открывается звездной дорожкой. Это настоящее кинособытие международного масштаба. За годы работы он превратился из локального смотра в крупную площадку, которая объединяет кинематографистов из разных уголков мира. К гостям и участникам фестиваля обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта отметил, фестиваль уделяет особое внимание таким важным темам, как патриотизм, историческая память и единство народов. Самое главное, что это интеграция в большую нашу страну Россия. Независимо от уголков нашей страны, мы развиваемся, и нам помогает в этом сам Союз кинематографистов. Ну и президент наш говорит, суверенитет культуры. То есть, чтобы наносного не было, чуждого нам не было. У нас свои традиции, обычаи очень хорошие, в целом у каждого народа в нашей большой стране, по нас проектам. У нас десятки построены дома культуры, отреставрированы и отремонтированы многие. И сегодня мы стараемся, чтобы молодежь ехала учиться в те культурные учебные заведения, откуда и выходят хорошие киношники, извините за выражение, хорошие артисты, хорошие музыканты и другие. Потому что это очень важно сегодня. Каждый должен и может проявлять себя в культуре. Мы дороги построим, здания построим, построим любые сооружения, но душу наполняет человек, а ребенка только культура, искусство, музыка. Фестиваль ведь проходит в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И мы никогда не забудем наших предков, отцов, дедов, которые защищали нашу страну. Сегодня год 25-й, он и объявлен президентом годом защитников Отечества. И сегодня на переднем плане находятся как и наши ребята, и все субъекты со всей России, отстаивая наши интересы, спокойствие наше. Золотая башня – это не просто вот киноплощадка, это мост между поколениями, между нашими народами, между сердцами. Сегодня он стал важнейшим инструментом приобщения нашей республики к общероссийскому мировому искусству. Мы в целом стараемся те задачи реализовать, которые перед нами ставит Владимир Владимирович Путин. Укрепление культурного суверенитета, поддержка национального кино, развитие творческого потенциала регионов. Именно по его инициативе в стране создаются условия для того, чтобы искусство доходило до каждого уголка России, чтобы голос каждого народа звучал в общем хоре. Советский и российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Клим Лаврентьев зачитал приветственный адрес Никиты Михалкова. Убежден, что фестиваль послужит укреплению профессионального диалога, плодотворному обмену опытом и развитию международных связей в сфере культуры. Желаю дерзаний и незабываемых впечатлений. Да пребудет с вами муза, да сопутствует успех во всех начинаниях. И вот тот самый момент, ради которого собрались все присутствующие. Официальное открытие 11-го юбилейного кинофестиваля «Золотая башня». Объявляем открытым. Ура! Особое внимание «Золотая башня» уделяет молодым авторам и дебютантам. Фестиваль дает им уникальный шанс быть увиденными и услышанными. Сквозная тема этого года – патриотизм, приуроченная к 80-летию Великой Победы. Многие картины в программе так или иначе обращаются к истории и теме служения Родине. Интерес у публики огромный, зрители с нетерпением ждут возможности не только увидеть новые фильмы, но и лично пообщаться с их создателями. Такой живой диалог – одна из главных ценностей «Золотой башни». Еще несколько картин, которые, так сказать, просили здесь представить в программе и конкурсной, и вне конкурсной, ну, более, так сказать, 10 картин. То есть вот мы стараемся помогать республике в проведении фестиваля. Я надеюсь, что все зрители останутся довольны. Фестиваль и правда стал мостом между континентами. В этом году в нем участвуют кинематографисты из 12 стран.
Традиционно сильна программа России и стран СНГ, но все чаще работы приходят из государств БРИКС, включая, к примеру, Нигерию, Кубу и Бразилию. «Золотая башня» уверенно расширяет свои границы. Конкурс на попадание в программу был рекордным. Организаторы получили 215 заявок от режиссеров и студии, но в борьбу за главные награды прошли лишь 70 картин. Их и увидят зрители фестиваля. Такой строгий отбор говорит о высоком уровне события. Хочу пожелать нашему фестивалю хорошего старта. Жюри начнет уже свою работу уже сегодня, просмотры отобранных конкурсных фильмов. И 20 числа мы узнаем, кто стал победителем. У нас 9 номинаций. И один, что важно, лучшая режиссерская работа у нас имени Сулумбека Мамилова. Торжественная церемония закрытия и вручения наград состоится 20 ноября. Завершит фестивальную программу картина, которую ждут многие. Военная драма известного режиссера Максима Боева «Запалыча 2». Ее эксклюзивный показ станет яркой точкой в этом киномарафоне. У нас фильм выходит в кинотеатрах по всей стране на Новый год, 1 января. И вот мы эксклюзивно привезли сюда фильм с Шакуровым в главной роли. Вообще в Ингушетии первый раз, не то что в фестивале, первый раз в этом регионе. Очень давно хотели побывать, и вот слава богу, что удался такой повод, и нас пригласили, мы с радостью приняли приглашение. Фильм про десантников, фильм про настоящих мужчин, про боевое братство. Очередной 11-й фестиваль «Золотая башня» вновь подтвердил свой статус. Он не только радует зрителей качественным кино, но и укрепляет культурные связи, открывает новые имена и дарит надежду, что у ингушского кинематографа большое будущее. Амина Зязикова, Мовлангири Ахильгов, Магаз 24.